Доброе утро! Встречайте новый день на самой позитивной волне Станге Фреш. Сегодня в выпуске мы узнаем все о талисманах по гороскопу, о том, как провести незабываемое свидание, что такое эмоциональное выгорание и почему жизнь без телефона уже невозможна. А еще нас ждет полезное интервью о том, как правильно выбрать профессию и реализовать свой потенциал. Здравствуйте, меня зовут Альмира Турсын, я коуч по личностному развитию. Альмира Турсын – актриса, сыгравшая главную роль в историческом фильме режиссера Акана Сатаева «Томирис». В детстве она боялась ошибиться с выбором профессии, а сегодня помогает девочкам-подросткам найти свое призвание. Альмира – коуч-профориентатор, в нашей студии расскажет, как раскрыть свои таланты и способности и не запутаться в калейдоскопе специальностей. Здравствуйте, Альмира. Очень рада я приветствовать вас в нашей студии. Супер интересный гость. Мы вас прям очень долго ждали и рада, что вы наконец-то здесь. Спасибо вам большое за приглашение. Альмира, ну, конечно, как я и сказала в нашей предварительной беседе, невозможно не задать вопросы, которые до сих пор вообще будоражат всех, касаются фильма «Томирис», вашего в нем участия. Все-таки вы такой теперь символ какой-то там главной казахстанской женщины среди казахстанцев. Вот. Ну и, конечно, хочется спросить, как вообще вам этот опыт? Хочется ли остаться в кино? Хочется ли это продолжить? Вот эта магия кино, она вас захватила? Да, абсолютно. Мне очень понравился этот опыт. Для меня это было впервые. В принципе, и до этого меня приглашали на проекты, на роли, но в те периоды я не рассматривала это как серьезное занятие и была занята другими вопросами, делами, поэтому чаще всего, практически всегда я отказывала. Но когда мне предложили поучаствовать в кастинге для фильма «Томирис», конечно, меня в первую очередь зацепила сама героиня, то есть такая историческая, легендарная личность, и я подумала, почему бы не попробовать. И вот когда попробовала, безусловно, все было новое, интересное, временами сложно, трудно, но за счет этого очень многому научилась. И, конечно, мне очень понравилась эта сфера, кино, творчество. Даст Бог, хотелось бы и планирую продолжать, но опять-таки исключительно на те проекты, на те роли, которые будут интересны душой и сердцем. Ну вот, пока удается совмещать со своими другими деятельностями. Но для меня кино это в чистом виде творчества, поэтому хотелось бы, конечно. Альмира, а если бы вы могли сыграть кого угодно из вообще любую героиню мирового масштаба, например, кто бы это был? Ну, мне было бы очень интересно сыграть таких, опять-таки, конечно, исторических, легендарных женщин, например, хотя не знаю, например, я восхищаюсь Матерью Терезой, да, но, может быть, в лет 70 есть возможность как раз-таки попробовать. Мне было бы еще интересно сыграть, например, ну вот я видела, в принципе, Маргарет Тэтчер, но тоже просто как образ, как вариант. Ну, таких, скажем, сильных, интересных личностей. И также, в принципе, такой личности нету, но интересно были бы такие роли многосложные, да, возможно, в каком-то психологическом плане. Ну, например, мне очень нравится, восхищает роль Джокера, да, ну, это такая мужская роль, но что-то вот в этом роде женское. Я понимаю, я осознаю, что это будет суперсложно и, возможно, неоднозначная, такая тяжелая роль, но мне было бы очень интересно именно такую попробовать. То, что абсолютно не характерно мне и такое, знаете, многосложное. Как гласит казахская мудрость, женщина одной рукой качает колыбель, а второй – весь мир. В преддверии 8 марта мы пообщались с представительницами самых разных профессий, чтобы показать все грани нашей чудесной женской натуры. Сегодня женщины трудятся и добиваются успехов во всех сферах, от военной до политики, от науки до бизнеса. Нурия Кабдульдинова – машинист башенного крана. Вот уже 35 лет она встречает рассветы и смотрит на город с высоты птичьего полета. Дома строятся все выше и выше, а сейчас высота имеет значение. И поэтому без нашей профессии, без профессии машиниста башенного крана, вот такие вот дома построить просто немыслимо. Потому что автокранам это не под силу. Наш кран поднимет любой груз на любую высоту. Самое любимое в этом деле, наверное, высота.
Это покорение высоты. Когда я поднимаюсь на кран и нахожусь, я ощущаю себя как птица, как орел над небом парящим. А полицейские кинологи Акбота Инсибаева и Гульнур Асамбай утверждают, что их профессия – это призвание. Любовь к животным дала им возможность помогать обществу, раскрывать преступления, обеспечивать общественную безопасность и порядок. Могу с уверенностью сказать, что наша профессия имеет большое значение в обеспечении общественной безопасности. Мы работаем по двум направлениям. Это адерологические исследования и обнаружение взрывчатых веществ. На месте происшествия сначала работают кинологи, что экономит время и способствует быстрому раскрытию преступления. У нас в кинологическом центре около 40 собак. У каждого свой характер. Как мы их отличаем, это все приходит с опытом, с работы. Каждый день, занимаясь собакой, мы ее распознаем, как и внешне, по характеру, по рабочим качествам. В современном мире роль общественного транспорта в жизни города очень высока. А Имгуль Рахимова – опытный водитель со стажем. Свою трудовую деятельность она начала в 2001 году. И до сих пор рассказывает о своей профессии с трепетом. Невозможно представить городскую жизнь без общественного транспорта. Это, наверное, заметили многие, потому что в прошлом году все автобусные парки закрылись временно для народа. Но мы обслуживали наших медперсоналов, полицейских, а также строителей. Девушка в 21 веке может выбрать любую профессию по душе. Так, в Казахстане 47% индивидуальных предпринимателей – женщины. А еще мы классные управленцы. Почти половину малого и среднего бизнеса в стране возглавляют представительницы прекрасного пола. После того, как вы начали сниматься в кино, было ли такое, что, мне нужно пойти в актерскую школу, я не знаю, как это делать? То есть и после съемок было ли такое, что нужно держать себя в тонусе, нужно там куда-то ходить, тренироваться? В целом у меня не было такого желания, может быть, сразу идти учиться. Конечно, я понимаю, что со временем это понадобится, если я планирую продолжать развиваться в этом направлении. Но сейчас пока пробую больше, на ощупь, интуитивно. Потому что даже когда мы готовились к съемкам, я тоже спрашивала, может быть, мне походить на курсы и так далее. Мне все-таки порекомендовали остаться все как есть и больше опираться на какие-то внутренние ощущения, внутренние чувства и интуицию. Также это мои предположения, я не могу утверждать, что это верно или это, может быть, не особо профессионально звучит, но я думаю, что актерская деятельность – это же больше про жизнь на самом деле. И если человек научится не просто играть роль, а действительно по-настоящему проживать роль, тогда, может быть, и не понадобится техника. Конечно, я могу предположить, что профессиональные актеры со мной поспорят и будут правы, но пока я пробую такие, я сама дома репетирую, тренирую что-то. Для меня это пока такой, творческий поиск, эксперимент внутренний. Пока так. Часто актеры говорят, что когда готовятся к роли или в процессе съемок, они как будто бы ощущают, что у них появились какие-то качества, которые им не присущи, например, или как будто они где-то прочувствовали героя. Часто говорят, что это есть, что существует какое-то поле, из которого этот образ, он приходит, навивается, и его получается изобразить здорово. Было ли у вас такое, что-то появилось, какое-то ощущение, которое вам не свойственно? Да, это, наверное, я больше чувствовала, когда уже находилась в кадре, когда мы снимали. Я ощущала все-таки, что в какой-то степени это не есть мои качества, мои черты, мое поведение. И когда это происходит долго, то я просто как человек для себя брала что-то на заметку для своей реальной жизни. И я взяла на заметочку несколько качеств таких, по крайней мере, которые я тренирую в себе. То есть это не так, что это просто перенял и это так просто дается. Нет, это нужно тоже тренировать, работать над этим. Я для себя многому научилась у своей героини и стараюсь тренировать те качества, которые хотела бы в себе в своей реальной жизни. А какие это качества? В первую очередь, наверное, определенная такая жесткость. Я по характеру больше мягкий, добрый человек, стараюсь всегда найти точки компромисса, но понимаю, что есть вопросы, есть такие нюансы, в которых можно и нужно быть жесткой. И я этому тоже учусь у своей героини.
Также, наверное, вот в хорошем смысле принципиальность. Вот, например, я иногда сама размышляла, примеряла, знаете, вот свое мышление, свой характер вот на образ героини. Вот даже бывали такие моменты, вот если бы я реально, вот Альмира, вдруг оказалась бы в такой ситуации, как Тамирис, что бы я бы сделала бы? И это на самом деле требовало бы огромной храбрости, внутреннего мужества, чтобы, оставшись одной, без мужа, без сына, да, то есть по большому счету с народом, внутри которого тоже есть мужчины, скажем, вожди, которые, может быть, не особо приветствуют главенство женщины. И вот при всей такой ситуации взять себя, весь народ, проявить силу духа и пойти еще войной, допустим, на царя, да, у которого и по армии, по мощности, казалось бы, шансов больше. То есть я понимала, что для меня бы это был бы серьезный стресс. Это было бы непросто. И вопрос даже я себе задала, смогла бы ли я так сделать. Конечно, сложно ответить, потому что в реальной жизни, слава богу, мы не сталкивались с этим. Но я могу сказать, что да, есть чему поучиться у своей героини. А вы тоже покупаете подарки в последний момент? Тогда следующий сюжет для вас. Цветы, сладости или украшения. Что подарить любимым в этот прекрасный весенний праздник и не ошибиться, расскажет Дана Карбаева. С приходом весны все вокруг цветет и переливается яркими красками. А уже завтра Международный женский праздник. Мы спросили у прекрасной половины, какой подарок они хотели бы получить в этот день. Наверное, какое-нибудь кольцо с сапфиром. Это было бы прекрасный подарок был. Не просто так на цветок тебе, а типа, что-то вот от души прям сделанное. Пусть даже, не знаю, кексик какой-нибудь, тортик, что-то такое вот. Это будет очень приятно. Я хочу, чтобы муж мне подарил 11-й iPhone и букет из 25 роз. На особых предпочтений нет. Что подарит мне любимый человек, для меня будет самым лучшим подарком, наверное. От мужа это самое главное, это сюрприз. То есть нет никогда заготовленного, я хочу это, хочу то, как бы он всегда старается. Я тогда чувствую, что он старается для меня. Мы выяснили, что за один день можно купить хороший и оригинальный подарок. Например, сертификат в спа-салон, поход в гончарную или арт-мастерскую. А также в один клик можно купить подписку на музыку или фильмы, онлайн-сертификаты на обучающие курсы и мастер-классы. Еще один беспроигрышный вариант – это сертификат в магазин косметики и парфюма. Например, вы не знаете, что подарить своему близкому человеку. Сертификат – это отличный вариант подарить, и ваш любимый человек выберет то, что ему нужно от парфюма и уходовой косметики, также для домашнего использования. Весной обычно актуальна уходовая декоративная косметика. Какое же 8 марта без цветов? Получать их всегда приятно, а если вы подарите съедобный и ароматный букет, ваши любимые точно будут в восторге. К тому же это подчеркнет вашу оригинальность. Раньше, например, только, как знаете, сами дарили только цветы, да, обычно. Цветы тоже красиво, все, но сейчас больше уже начали смотреть, чтобы было и красиво, и полезно. Клубнику можно комбинировать как с цветами, так и со сладостями можно. Кому бы не хотелось бы, например, букет из сухофруктов, попить чай, да, посидеть с мамой за столом, поговорить. Вот, например, молодым девушкам больше нравится букет из клубники в шоколаде. В преддверии 8 марта хочу поздравить всех женщин с этим прекрасным весенним праздником. Какой подарок вы бы не выбрали, самое главное – вложить в него частичку души и искренние чувства. В этот прекрасный праздник пусть ваши самые любимые люди будут счастливы. Считается, что «Тамирис», он немного феминистический фильм. Вот как вы думаете, как вы вообще относитесь к феминизму? Знаете, я считаю, что, конечно, изначально у нас, по крайней мере, у меня, как у актрисы, не было какой-то, задачи пропагандировать, может быть, феминизм или что-то вот в этом направлении. В первую очередь мы думали о истории, о характере, в целом о том, чтобы, наверное, больше поднять такой патриотичный дух. А что касается феминизма, я считаю, что все должно быть сбалансировано, то есть не стоит уходить в крайности. Вообще все проблемы начинаются, когда появляются крайности. Нужно, наверное, классно было бы, если бы мы это все понимали бы, чувствовали и могли бы найти этот баланс. Я считаю, безусловно, что права
что у мужчин, что у женщин, они равны на самом деле, что как ценен мужчина, так ценна и женщина. Просто роли разные, да, то есть и когда каждая из сторон понимает, в чем заключается роль, и когда они вместе в тандеме гармонируют, я думаю, тогда и вот сохраняется вот этот баланс. Опять-таки, сейчас в наше время самое важное, наверное, внутренняя гармония. И если есть женщины, допустим, которые предпочитают на себя принять роль мужчины, и им в этом комфортно, окей, то есть главное, чтобы она была спокойна, счастлива. Если нет, то опять-таки нужно, наверное, нам всем научиться, во-первых, понимать и принимать свои какие-то особенности, непохожести на других, и в то же время научиться понимать и принимать такие же особенности других людей. То есть не пытаться друг друга переделать, потому что, ну, опять-таки, да, я сама стала, по крайней мере, часто, что есть, например, девушки, которые, ну, не хотят, допустим, замуж выходить, они хотят быть одни, строить карьеру, допустим, окей, то есть если это ее выбор, ну, нельзя ни в коем случае это осуждать, обвинять и упрекать. Например, есть наоборот, которые много хотят детей, это же классно, то есть, и это нормально. Единственное, я, если честно, немножечко не люблю, когда вот начинают пропагандировать или давить, то есть вот когда пытаются кого-то в чем-то переубедить. И я думаю, что вот здесь и происходит нарушение этого баланса. Нужно, чтобы каждый оставил другого в покое и занимался своей собственной да, жизнью. Да, абсолютно. На самом деле, когда каждый занимается своей собственной жизнью, она становится настолько интересной, многогранной, что тебе, по большому счету, ну вот в хорошем смысле слова, осуждать, обвинять, кого-то заставлять в чем-то, ну это неинтересно. Зачем тратить столько энергии, когда есть целое пространство, поле твоей жизни, где ты можешь вкладывать эту энергию, развиваться, быть для себя интересным, для общества интересным. Поэтому, да, безусловно. Альмира, наши редакторы хотят проверить, насколько хорошо вы знаете фильм «Томирис». О, интересно! Вот меня на это еще никто не проверял. Поэтому мы приготовили для вас специальные карточки. Вы на них увидите различные кадры из фильмов. Должны будете сказать, что в этом кадре изображено, то есть какой момент фильма, что там происходит. Начнем вот с этого кадра. Что за перстень вообще лежит, то есть на руке надет. Здесь, когда у отца Томирис убили друга во время вот междоусобицы, и да, вот, и он, чтобы его друг не мучился, он его как бы убил. Этот перстень, кстати, который у него, это такой тотемная семейная реликвия. Спаргапа. Спаргапа, да. Хорошо. Так, у нас есть еще один перстень, вот Давайте. такой. Смотрите, чье это кольцо? Так, это кольцо матери. Ну, была такая классная история, что в те времена у каждого племени, у каждой семьи был свой тотем, был свой как бы символ. И вот у Спаргапа был тотем, вот сейчас, кстати, не помню, волк вроде бы, а у матери олень. И вот как раз-таки ее тотем перешел потом к Томирис. И она вот на протяжении всего фильма, я помню, носила это кольцо. Кстати, вот после фильма есть такая традиция, как бы как на память в качестве, ну, как бы некого подарка, вот герою что-то подарить. Я не знаю, даже есть такая традиция, что надо чуть ли не своровать это. Мы это не практиковали, но мне вот подарили вот как раз-таки, у нас были дублерские еще, игровые, и вот я получила в подарок вот на память как раз-таки вот это кольцо. О, вау, да. Здорово. Оно теперь где-то у вас хранится? Да, безусловно, будет как тоже моя семейная такая реликвия. Следующий кадр, вот такой, он очень такой запоминающийся, много где эти скриншоты. Да. Это вот как раз-таки, когда Томирис после долгого отсутствия в своем родном племени, после того, как она все-таки исполнила свою клятву и вернулась к себе домой, и вот она заходит в тронный зал. Слушайте, ну вас не подловить, все вы знаете, помните. мы столько премьер смотрели. Наверное, я этот фильм посмотрела раз 15. Я уже готова была его рассказать, но вот просто когда премьеры, да, надо смотреть. Ну хорошо, тогда у нас есть кадр посложнее. Давайте. Очень сложно понять, что там, но да, возможно... это прям действительно сложный кадр.
Так, ну я полагаю, это когда... Так. Наверное, когда наше войско направлялось куда-то. Это трагичный момент. Все. Это трагичный момент, который связан... Все, я вспомнила. Это когда она пришла на могилу своего отца. Браво! Все. Так, ну хорошо, ладно, это более очевидный момент. Ну да, это когда у Тамирис родился первенец. Тоже забавная ситуация. У нас были настоящие дети, и вот для некоторых кадров к нам привозили на площадку буквально 5 дней от рождения малышей. Они прям совсем малютки были, но это было очень здорово. Они создают свою такую атмосферу трепета, действительно, по-настоящему проникаешься в ситуацию. Потому что все равно, когда куклу держишь, это одно. Мы вот репетировали, например, с куклой, но когда дают настоящего ребеночка, ну это да. Так, хорошо, тогда следующий момент у нас вот этот. Так, это когда Тамирис ранили, привезли вот в племя савроматов, и она вот первый ее такой выход в свет после длительной болезни. Кому бы вы порекомендовали посмотреть фильм «Тамирис» в первую очередь? Ну, в первую очередь, конечно, девушкам и женщинам, наверное, чтобы напомнить, что в нас есть сила духа, что мы можем быть сильными, и мы можем эту силу правильно направлять. То есть не обязательно все время быть сильной и вот постоянно этой силой кичиться, но внутри каждой женщины есть вот этот стержень, есть эта сила духа, и в нужный момент она может это просто в себе включить и использовать. Потому что, опять-таки, когда появляются крайности, когда женщина совсем действительно теряет, может быть, почву из-под ног, и ей кажется, что она не справится или у нее не получится, вот чтобы она вспоминала, что у каждой женщины есть это просто божественная сила, потому что нам дана такая вот сила давать жизнь, и, соответственно, нам с этим даром дается сила уметь эту жизнь сохранять, если надо бороться. И, конечно, в то же время помнить о том, что мы можем и нам нужно быть женственными, мягкими, нежными, любящими. То есть и вот в этом, наверное, искусство женственности сохранять этот баланс. Весна – прекрасная пора для обновления, в том числе и гардероба. Наконец-то можно сбросить с себя все эти пуховики и шубы и выглядеть потрясающе. Поэтому я с удовольствием посмотрю следующий сюжет с советами от стилиста и вам предлагаю присоединиться. Весной девушки и женщины в буквальном смысле расцветают, преображаясь порой до неузнаваемости. В это время всегда актуальна женственность, легкость и невесомость нарядов. Нежные цветочные принты позволяют создавать восхитительные луки во множестве вариаций. Актуальные оттенки этой весны – белый, розовый, голубой и другие пастельные тона. Я подготовила для вас 3 разных образа, но они абсолютно отражают тренды 2021 года весны. Здесь у нас получался костюм из эко-кожи, то есть этот тренд, он не сдает своих позиций, да? Только весной все-таки хочется легкости, поэтому я взяла светлую кожу. Второй образ был вдохновлен у нас сериалом «Сплетница». Вот. И мы подобрали тоже трендовый пиджак, и он очень такой короткий, то есть обрубленный, сейчас в тренде такие обрубленные пиджаки, жакеты. Ну, конечно, добавили сверху трендовое пальто-рубашка, объемное, чтобы прикрыть короткую юбку, да, чтобы было все-таки комфортно нам на улице. И третий образ, я не знаю, я называла это «Вдохновение конфетами». То есть у нас получился такой сверху ментоловый плащ, и внутри у нас очень нежное розовое такое сочетание фактур, шелка и шерсти. Образ на 100% женственный, да, то есть очень хорошо подходит для свидания и для весны, и он абсолютно трендовый, так как все такое легкое, оверсайзное и воздушное. В тренде всегда будет золотая и серебряная бижутерия, ну а этой весной актуально носить жемчуг и разноцветные украшения. Также необычно красивые образы на весну позволит создать всего одна деталь – изысканный шелковый платок. Этот тренд пришел в наш век из далеких 50-х и уже покорил сердца многих дизайнеров. Его можно использовать в качестве элемента прически или аксессуара в виде браслета. Я не буду вам показывать стандартные образы на голову, да, и на плечи. Я думаю, все об этом знают. Мы сделаем другие варианты, то есть тоже украсим наши
платье и сделаем такую дополнительную юбку. И тоже хороший способ, он уже не новый, но он все еще актуальный. Это освежить сумку шелковым платком. То есть мы можем повязать на ручку. Платки нужно выбирать ярких и сочных цветов, которые будут играть на контрасте с нарядом или же наоборот перекликаться с какой-то частью комплекта. Весенний гардероб должен состоять из вещей, идеально подходящих как для теплой, так и для прохладной погоды. Кроме того, они должны легко сочетаться между собой. Пусть ваша весна будет красивой, такой же, как вы. Вот как раз о женщинах. Вы у нас коуч, профориентатор, правильно всё я верно. говорю? И вы работаете именно с женщинами. Да. Вот почему такой выбор? У вас прямо как будто такая, знаете, Дискриминация. миссия. Кто-то должен дискриминировать мужчин. У вас как будто бы такая прям миссия, то есть вы в фильме «Тамирис» это какой-то такой образ сильной, прекрасной, волевой женщины, которая очень много делает для народа. И сейчас у вас такая деятельность, которая тоже связана с женщинами, с их психологической какой-то поддержкой, с помощью им в выборе профессий там, и так далее. Я думаю, что это очень много значит для казахстанских женщин. Вот почему именно такой выбор, как вы работаете? Ну, расскажите поподробнее. Ну, почему именно женщины? Потому что, когда я еще сама обучалась на коуча, также стажировалась, практиковалась как профконсультант, и даже просто работая с молодежью, допустим, с подростками, мальчиками или с парнями, я понимала, что из-за разницы образа мышления все-таки у женщин просто в силу своей природы у нее свой образ мышления, и у мужчины другой. И консультировать мы можем, конечно, на одну какую-то общую тему, но какие-то более тонкие психологические моменты, вот эту разницу я почувствовала. Я поняла, что я не могу быть полноценно компетентна, допустим, в консультации, когда, допустим, консультирую мужчину. Поэтому я для себя выбрала более приятное, оптимальное, комфортное для себя такое направление – работать с девушками и женщинами. Например, я также, в принципе, работаю с молодежью, но это не консультативная сторона, а больше, когда публичные выступления какие-то, беседы, толки, да, то есть когда мы просто обмениваемся мнениями. Но в индивидуальной консультации, конечно, я для себя выбрала действительно работу с девушками и женщинами, потому что мы на одной волне, мы друг друга понимаем, у нас образ мышления, ну, как бы в целом похожий. Поэтому я могу быть компетентной, и мои знания, они действительно могут быть применимы для консультации. Выучить казахский за месяц. Насколько это реально? Моя коллега решила провести эксперимент и записалась на курсы. Давайте узнаем, что из этого вышло. Меня зовут Карина. К сожалению, я не знаю казахского языка, потому что родилась и выросла в России. В рамках журналистского эксперимента я буду учить казахский язык 1 месяц. Посмотрим, что из этого выйдет и какие результаты меня ждут. Сначала я пробовала учить казахский сама, однако поняла, что этого мало, поэтому обратилась за помощью к Владиславу Тену, который создал универсальную методику изучения языков, когда самостоятельно выучил казахский язык после переезда в Казахстан. Преподаватель уверен, освоить государственный язык может каждый. Возможно, казахский язык является одним из богатых языков в мире, но не сложных. Потому что сложность, она усугубляется тем, что мы не умеем его преподавать. То есть мы не умеем его доносить до людей, которые его вообще не понимают. А не умеем мы, потому что мы им владеем. Когда ты чем-то владеешь, ты не можешь представить, как себя ощущает человек, который это не понимает. И поэтому в моей методике важной частью является именно построить логическое понимание языка. Первый урок прошел очно, остальные 10 онлайн. Мы занимались каждый день по 20-30 минут. Я изучила временные формы, как использовать частичку «не» и базовые словосочетания. По окончанию курса я смогу сама составлять предложения и вести беседы на повседневные темы. Салем, Карылтан. Капучино барма? Я бар. Екі капучино, бір круассан. Жақсы. Қанша болады? 19 теңге. Көп рахмет. Ас болсын.
каждый знает свой родной язык, но нападки окружающих вряд ли помогут правильно решить проблему. Бывают разные ситуации, например, для меня казахский практически как иностранный, и поэтому важно не отчаиваться, а найти хорошего учителя. И если ответственно подойти к урокам, даже спустя месяц можно увидеть прогресс. Кайрылтан, менің атым Карина. Ну что ж, месяц изучения казахского подошел к концу. Честно, мои знания не идеальны, но теперь я могу представить себя, спросить дорогу. У меня появилась мотивация изучать родной язык. Сау болыңыз! Вообще, как может прийти в голову, что профориентация это интересно, я буду помогать людям. Как это пришло в голову? И по сути, вот что конкретно вы делаете? На самом деле, я еще когда была подростком, лет 14-15, как раз когда после 9 класса или после 11 класса, всех нас озадачивает тема, кем работать, кем быть, я решила пойти глубже, дальше. Я вообще в целом начала думать, вот зачем человек родился. Вот он же родился, пришел на этот белый свет, каждый обладает своими качествами, характерами, мы все разные. Причем одному нравится это, другому то. И вот как исполнить свое такое жизненное предназначение. И на самом деле, возможно, у меня было еще на фоне подросткового периода, у меня прям была такая серьезная депрессия, так называю, да, потому что я не могла понять, в чем же мой смысл жизни, в чем мое призвание, в чем мое предназначение. Я вот тогда начала свой такой внутренний поиск, читала духовную литературу, философию, психологию, ну то есть то, как могла, как понимала. И тогда я поняла, что у нас, к сожалению, нет таких специалистов, вот, к которому можно пойти и вот задать все свои вопросы. Как здорово бы было, если бы было какое-то плечо рядом, которое бы просто побеседовало, да? Конечно, безусловно, никто не может дать однозначного ответа, быть тебе хирургом, допустим, но хотя бы проконсультировать, где искать, на что обратить внимание. То есть у нас тогда вообще не было таких специалистов, и, например, даже про такую специальность, как коучинг, в принципе, не знали. И я, знаете, так узнала, я вообще стала даже просто в гугле забивать, кто мне может помочь определиться, какое направление выбрать, какую профессию. Еще же нас немножечко, знаете, так давят, что это выбор всей твоей жизни. На всю жизнь. Да, и вот это пугает, и ты думаешь, если я сейчас сделаю ошибку, то все, не быть мне счастливым человеком. Поэтому я очень серьезно к этому вопросу подошла, стала изучать эту тему, этот вопрос. Так я постепенно стала увлекаться психологией, философией, разными направлениями, той же эзотерикой, нумерологией, то есть все вот это, все, что может рассказать о человеке. А потом уже, когда я и в университете училась, продолжала этим увлекаться, заниматься. И так я узнала про коучинг, и потом, когда мы учились на коуче, нас как бы, тоже задают такую, а какую тему вы хотите раскрывать? Я поняла, что я хочу раскрывать именно вопрос, как найти свое призвание, как раскрыть свои таланты, способности, как их правильно применить, как подобрать себе профессию, деятельность. Вот сейчас, например, все-таки тенденция того, что профессия, она по большому счету изживает себя. Сейчас действительно есть более глубокое определение, это именно внутреннее призвание, какая-то вот миссия. И эту миссию ты можешь исполнять разными направлениями. Вот вы работаете со школьниками? Да. Как проходит это? То есть вы приходите, там школа вас приглашает, и вы со всем классом проводите, или это частные лица, которые... Вот я активно работала со школьниками, с молодежью через профориентационный центр. Вот в Москве, в России есть целый центр профтестирования. И вот я как раз-таки обучалась и получала стажировку там, и у них есть филиалы, сейчас, в принципе, есть много свободных специалистов, которые работают от них здесь. Заключается, как бы, вот именно консультация и профориентация школьников, например, молодежи, оно первый такой, самый легкий, понятный этап, это профтестирование, когда школьник, студент в течение часа-полтора, он подбирает профтестирование и проходит его, отвечая на вопросы, причем искренне, как есть, там нету правильных ответов. Что мне нравится, что не нравится. Плюс там выявляют личностные особенности, вот как раз-таки, когда спрашивают, что нравится, это хочу, это не хочу. Способности – это то, чему человек уже научился на сегодняшний момент, то есть это и математика, и какие-то логические задачи, что-то вроде IQ. И третье – это такие интересы, это способности, то есть это все выявляется, и там сама как бы программа выявляет определенные склонности. Эту программу разрабатывали психологи, ученые, причем на протяжении многих лет, она уже себя запатентовала, зарекомендовала. Это, знаете, что-то вроде как анализ крови, да, то есть мы приходим, сдаем, и мы, в принципе, видим картинку на сегодняшний день какая. Ну а дальше консультация. Но в консультации уже работает психолог со своими знаниями, техниками и методами.
Весна – это не только цветы, ручейки и солнышко, но и сезонный авитаминоз. Организм после долгой зимы чувствует себя слабым, истощенным и нуждается в полезных элементах. Как помочь своему иммунитету, рассказали мои коллеги. Недостаток полезных элементов в начале долгожданной весны – актуальная проблема в наши дни. Вялость, усталость вдруг неожиданно окутывают нас, а радость от теплых деньков улетучивается. Анастасия Оспанова объясняет это недостатком витаминов в организме. Самая частая причина возникновения авитаминоза или гиповитаминоза – нарушенный баланс белков, жиров и углеводов. Когда люди употребляют мало фруктов, мало свежих овощей. Также внешние факторы очень сильно влияют на состояние авитаминоза. Это стрессы, это тяжелые физические нагрузки, это холодное время года, то есть тяжелые климатические какие-то условия. Это вредные привычки, которые не дают правильно всасываться витаминам и минералам. Самый простой способ восстановить уровень микроэлементов в организме – это режим сна и питания. Следует внимательно относиться к дефициту полезных компонентов, ведь наша иммунная и пищеварительная система работают за счет витаминов и минералов. Качественные привычки помогут поддерживать уровень питательных веществ в норме. Когда мы чувствуем слабость, когда мы чувствуем недосыпание, когда мы чувствуем раздражительность, волосы становятся тусклыми, ногти ломаются, часто болеем ОРВИ, то есть это все признаки либо гиповитаминоза, либо авитаминоза. Я считаю, что самостоятельно можно весной сдавать уровень витамина D. Можно самостоятельно принимать какие-то витамины. Не имеет значения, это должны быть просто поливитамины, их в аптеке достаточно, вы можете их менять, не обязательно выбирать какой-то один единственный продукт. Самочувствие после резкой смены времени года очень изменчивое. Следите за своим здоровьем и употребляйте больше овощей и фруктов. Если вы чувствуете ярко выраженные признаки авитаминоза, можете обратиться к специалистам Аланда Клиник. Правильно подобранное лечение поможет с легкостью восстановить организм. Как вы можете дать рекомендации, если, например, ну вот сейчас же очень много новых профессий, например, появляется, да? Или это просто какие-то общие направления? Ну, в зависимости от возраста ребенка, например, есть, конечно, если там совсем малыш, ему там какую-то четкую рекомендацию никак не дашь, безусловно. Например, вот что я узнала и сама тоже стараюсь практиковать, как уже мама, когда ребенок рождается, он по большому счету чистый лист. Вот у него его желания, его намерения, они настолько чистые, они настолько очевидные, что очень важно, пока его не испортили воспитанием и каким-то общественным мнением, постараться наблюдать. То есть родителям очень важно наблюдать за ребенком, что ему нравится, как он себя ведет, что он выбирает. Даже есть, знаете, вот просто простой метод наблюдать. И стараться его развивать в том, что ему. Не то, что родители хотят, не то, что сейчас модно, или то, что... Потому что когда ты начинаешь заставлять ребенка, вот как раз-таки он сам начинает потом сомневаться в себе и в своих желаниях. Потом, в зависимости от, опять-таки, возраста, есть просто даже направление. Вот есть гуманитария, есть технари, это очевидно. Хотя бы так, постепенно. Здесь нету, знаете, это не как Ванга, вот пришла, села и сказала точно. Хотя, может быть, есть какие-то такие методы, я не знаю, но я пока, по крайней мере, не встречала. Сначала на ощупь, это все делается на ощупь. И чем раньше это ты делаешь, особенно, например, родители помогают своим детям, тем быстрее человек начинает понимать, что ему нравится и что больше ему подходит. Другое дело, знаете, у нас... Я присутствовала на консультациях как стажер, когда консультировали очень взрослых людей. Причем, знаете, эти люди, они и бизнес построили, и богатство есть, вроде бы все понятно, все стабильно, но вот внутреннего душевного удовлетворения нету. И вот только потом они начинают, вот знаете, вот этот свой внутренний поиск. А на самом деле, чем раньше, тем лучше. То есть с детства наблюдать, нащупывать, вот так вот постепенно-постепенно, это не сразу приходит. Но родителям во сколько нужно ребенка все-таки отправить к профессионалу, который поможет с определением профориентации? Я думаю, в первую очередь, наверное, до класса 5 лучше наблюдать самим, но желательно без, вот знаете, такого насилия.
То есть наблюдать, развивать в тех сферах спорта, творчества, в котором вот ребенок более счастлив. Это очень видно. Когда ребенок занимается действительно любимым, у него глаза горят, это очевидно. Когда он начинает все внутри мучиться, маяться, то все, значит, есть какие-то вот поползновения. А потом уже, да, можно, и есть, кстати, консультанты, которые консультируют и детей, подростков, в зависимости от того, насколько психолог или консультант, ну, рассматривается, да. И техники, соответственно, разные. Есть даже, ну вот опять-таки, со взрослыми кто работает, но это намного сложнее, конечно, консультация, и работы больше, и объема, но тем не менее, на каждый запрос найдется свой консультант, в наше время, тем более сейчас много. Ваша молодость буквально в ваших руках. Как сохранить красоту лица в домашних условиях и без лишних трат, смотрите в следующем сюжете. Чего хочет каждая женщина по утрам? Конечно же, красиво и свежо выглядеть даже без макияжа. За секретом, как этого добиться, мы пришли к Жанаре Бесеновой, она специалист по фейс-массажу. Перед массажем лица необходимо размять лимфоузлы. Для этого достаточно промассировать шейную зону, зону декольте, не забывая о ключицах. После приступаем к фейс-фитнесу. Указательным пальцем мы делаем такие спиралевидные движения. Сверху вниз, снизу вверх. Угу. Мы должны размять здесь эту мышцу. Угу. Достаточно 10 движений. Дальше мы будем прорабатывать круговую мышцу рта. Это предотвращает появление кисетных морщин. Потом с годами кайма наших губ, она опускается вниз и становится менее заметной. И для того, чтобы наши губы оставались как можно дольше молодыми, мы делаем следующее движение. Причин носогубок очень может быть много, это как отек, а также это зажим может быть мышцы, которые, казалось бы, находятся на носу, и как бы человеку непонятно не совсем, да, но все это связано, и мы делаем следующее упражнение, которое называется елочка. Мы ставим здесь наши указательные пальцы и вот так вот поднимаемся по носу, прям по носу поднимаемся, потому что если у нас будет мышца зажата здесь, она потянет носогубку. Отдельное внимание стоит уделять коже вокруг глаз. Во время процедуры необходимо, приподняв бровь, провести круговыми помпажными движениями по нижнему контуру, а также по верхней и нижней глазной кости. Мы берем такими выжимающими движениями, ведем к уху. И снова такими выжимающими движениями ведем к уху. Фейсфит – отличная зарядка для лица после пробуждения. Это помогает избавиться от отечности, излишек воды, а также держит мышцы лица в тонусе, предотвращая появление мимических морщин. Однако массаж лица не самый главный секрет красоты. Прямая правильная осанка укрепляет не только мышцы спины, но и освежает кожу лица. Фейс-массаж, он может делаться человеком самостоятельно, это бесплатно, это быстро, это доступно каждому человеку, особенно каждой женщине. Я думаю, что через какое-то время можно заметить как минимум эффект расслабления и радости по утрам. Если у ребенка, например, то есть у школьника, нет средств или возможности прийти на консультацию по профориентации, какой вообще совет, даже не только школьнику, да, какой вообще человеку, который хочет определиться все-таки со своими склонностями там какими-то к определенному роду деятельности, что нужно делать, куда обратиться, какой тест пройти? Ну, в первую очередь я вот всем всегда рассказываю, потому что действительно я вот изучила очень многие разные направления, и везде, если так суммировать, то есть как бы 3 направления, да, по которым можно себе немножечко сделать и помочь, диагностировать. В первую очередь это ваши мечты. То есть мечты и внутренние желания – это, знаете, такая подсказка от Бога, вот чем мне заниматься в этой жизни. Просто хотя бы записать ваши мечты и желания, вот как есть, ни в чем себе не отказывать, дать себе волю и писать все, о чем вы мечтали в детстве, в школе, в университете, вот сейчас, о чем мечтаете, вот просто все написать.
второе – это сделать такую внутреннюю оценку, даже не оценку, а, знаете, анализ самого себя. Какими талантами я обладаю? Может быть, некоторых немножечко сковывает понимание талантов, у меня там нету каких-то талантов. Окей. Что у меня хорошо получается? Да, что у меня хорошо получается, что я люблю делать, да, то есть, опять-таки, просто это записать. Мы иногда, знаете, в голове крутим мысли, переживания, оно все как-то крутится, вертится, а какого-то итога мы не видим. А когда ты записываешь, это такой, знаете, внутренний диалог с самим собой. И вот второе, записать свои какие-то таланты, способности, особенности, вот то, что человек особенно хорошо делает, допустим. И третье, это то, с какими вопросами к человеку чаще всего обращаются. Помочь, спросить, потому что, видимо, в этом направлении или в этих вопросах человек уже знает что-то, имеет какой-то опыт, соответственно, это то, что его может характеризовать. И вот когда сделать вот такой внутренний самоанализ, посидеть, побеседовать и понять. И совместить, что я хочу, где совпадает «я хочу» и «я могу», да? Да, это все очень просто. То есть схема профориентации на самом деле очень простая. Что я хочу, что я могу и что людям надо от меня. Да? Потому что вот в сфере «надо» люди за это готовы потенциально платить. То есть это, так скажем, ваша заработная плата, либо ваш доход. И это прекрасно, когда человек занимается любимым делом, еще ему за это платят. Это как бы одно из таких счастья этого жизни. Если вернуться к коучингу, взрослый, например, человек может ли внезапно вообще поменять свою деятельность? И стоит ли вообще это делать? Стоит ли просто в какой-то момент проснуться и спросить себя, то ли я делаю на самом деле, и просто вот так перевернуть жизнь? На самом деле у нас очень много примеров, когда во взрослой, зрелой жизни люди меняют свои профессии, деятельности. Тут главное, знаете, сделать правильную диагностику. Вот я хочу поменять профессию просто потому, что я уже устал. Это нормально, это очень человеческое. Просто устал, выгорел. Да? То есть здесь важно просто сделать перерыв, немножечко отдохнуть, может быть, дополнить какими-то новыми хобби, расширить свой кругозор. И тогда приходит какая-то новая, вторая любовь, второе дыхание к своей профессии, своей деятельности. И тогда ничего менять не надо. Но человек, он такой, знаете, все-таки духовное, душевное создание, и он нуждается в расширении кругозора, в каких-то впечатлениях, в ощущениях. Поэтому порой достаточно добавить какую-то новую деятельность в плане хобби, увлечения, и все. И человек уже расцветает, он приобретает новый смысл, и в своей уже прежней деятельности находит новые какие-то горизонты и потенциал. Другое дело, когда человек крайне несчастлив, то есть он прям просыпается, и он не любит все, начиная от утра, заканчивая процессом, заканчивая результатами, его абсолютно ничего не удовлетворяет, может быть, кроме как только денежное вознаграждение. Здесь, конечно, стоит подумать и поискать все-таки возможности, может быть, не сразу и резко, потому что это тоже стресс, а какие-то хотя бы варианты. Все можно начинать потихонечку с хобби, то есть просто исследованием каким-то. И если есть возможность, конечно, постепенно все-таки сменить либо деятельность, либо уже нащупать какие-то другие варианты. Потому что все-таки человек в своей деятельности, в своей профессии проводит большую часть времени. И если он в этой большей части времени несчастен, то в целом по итогу он будет несчастным человеком. Поэтому, конечно, здесь это тревожные звонки, на которые стоит обратить внимание и предпринять меры. Это в первую очередь, знаете, такая тотальная усталость, негодование, плохое настроение, знаете, недовольство собой, своим результатом, всем процессом, все злит, раздражает. Это уже все, то есть на это стоит обратить внимание. Другое дело, опять-таки, можно взять перерыв, отдых, и если после перерыва отдыха вы возвращаетесь и все равно продолжаете это чувствовать, значит, все-таки нужно менять деятельность. Альмира, вот еще я знаю, что, допустим, у психологов в семьях бывают такие штуки. Например, жена-психолог разговаривает с мужем, он говорит, прекрати меня терапевтировать. У вас такое бывает? Как вообще коучинг в вашей жизни, какую роль играет? Знаете, нас этому обучают, чтобы не коучить всех подряд. Но в целом, когда обучаешься, прокачиваешься себя изнутри, безусловно, погода в доме меняется, отношения меняются, потому что человек становится более осознанным, грамотным, хотя бы просто счастливым.
Да, и психологов, и коучей, всех специалистов, кто работает в этом направлении профессионально, их обучают именно тому, чтобы профессионально подходить к своему делу. То есть где надо, кому не надо, не лезть со своими советами, со своими консультациями. Это не профессионально, это неправильно, потому что, опять-таки, даже психологи, коучи, они могут работать только даже с тем клиентом, у которого есть внутреннее желание к этому, который сам готов, у которого есть, вот знаете, готовность получать и принимать. А если человек не хочет, не готов, то пихать в него свои консультации не стоит. А знакомые приходят к вам, что, Альмир, подскажи, посоветуй? Да, конечно, но это чаще всего не в рамках консультаций, потому что, опять-таки, есть определенные компетенции, когда вот мы, коучи, допустим, нежелательно нам консультировать все-таки родных, близких, потому что у нас срабатывает определенное субъективное отношение. Мы, безусловно, беседуем, общаемся, но это не в рамках консультации, это исключительно по-дружески, потому что мы близкие, родные и так далее. Но там есть определенный такой баланс. Ты где-то можешь сказать, вот я тебе советую так просто потому, что я тебя люблю, потому что мы друзья, допустим. А здесь я могу там как коуч подсказать какие-то варианты. То есть сразу разграничиваешь, и человек тогда понимает, где ты ему говоришь как близкий, а где ты говоришь как консультант. Как же сложно заставить себя ходить в спортзал, но мы нашли новую альтернативу изнуряющим тренировкам. Dance Fit – направление, сочетающее в себе элементы фитнеса и танца в стиле хип-хоп, бачата, кей-поп. Спорт может приносить радость. Об этом в следующем сюжете. В мире фитнеса направление Dance Fit появилось совсем недавно, но уже стало популярным. И кажется, мы знаем почему, ведь за одну такую тренировку сжигается порядка 500 калорий. При этом не нужно покупать дополнительный инвентарь. Девочки приходят сюда просто, чтобы повеселиться. Это тренировки формата вечеринки, то есть мы не думаем, мы не разучиваем, мы просто приходим сюда и получаем удовольствие от движения. Никаких нет ограничений, то есть прийти может абсолютно любая желающая. Единственное, да, надо проконсультироваться с врачом, если есть какие-то серьезные повреждения того же позвоночника, либо коленных суставов. Dance Fit показывает, что танцевать может каждый, а возраст, вес, физические данные не причина отказываться от тренировок. После часа такого активного спорта заряд сил и энергии обеспечен. А почему я именно выбрала этот вид спорта? Он всесторонне тебя развивает, и движения легкие, легко запоминаются. Это для меня очень важно. Я запоминаю танцы очень долго. А с Катей мы уже выучили, я не знаю, наверное, танцев 50. Даже если не получается что-то, ты смотришь на других, насколько они наслаждаются каждым моментом, насколько они получают удовольствие, и ты тоже становишься частью вот этого настроения, и ты уже включен в процесс, и тебе не важно, что у тебя что-то не получается, ты все равно хочешь это делать. Dance Fit – спорт для тех, кто не любит тренировки со штангой в несколько подходов, а предпочитает кардионагрузку под ритмичную музыку. А если в вашем городе еще нет такого центра, заниматься можно с помощью уроков на YouTube. Видеохостинг предлагает множество вариантов и преподавателей этого вида спорта. Есть возможность, обратиться, например, к школьникам, уже все-таки кто-то заканчивает 11 класс, и для них это, конечно, безусловно, было очень сложно сейчас дистанционно учиться, теперь нужно будет сдавать экзамены, определяться с профессией, 9-классники, 11-классники. Может быть, вы хотите что-нибудь сказать им, дать какой-то небольшой совет, чтобы они почувствовали себя не одиноко, но что кто-то все-таки может им помочь? В первую очередь я хочу поздравить вас, что вы пережили такой необычный период, как пандемия, карантин и дистанционное обучение. Хочу пожелать вам мечтать высоко, дерзко, не ставить себе границ, а наоборот, не бояться действовать, не бояться ошибаться, а главное идти вперед. Исследуйте себя, пробуйте что-то новое, развивайтесь, максимально общайтесь с новыми интересными людьми, путешествуйте. Это уникальное время, используйте. Жизнь всего лишь одна, и я вам желаю ее прожить качественно, счастливо, и чтобы потом вы вспоминали, понимали, что исполнили свою мечту и свое призвание.
Спасибо вам большое, Альмира, вы потрясающе выглядите, здорово с вами разговаривать, очень интересно. Спасибо за это интервью, я надеюсь, что мы в этом году с вами еще встретимся и об успехах поговорим. Спасибо вам большое, Анжела, и всей вашей редакции за приглашение, за классную, интересную беседу. Я рада, что я прилетела из Алматы, вот, чтобы классно с вами побеседовать. Спасибо. Ну а я желаю вам прекрасных и плодотворных выходных. С наступающим праздником, дорогие мамы, бабушки, сестры, коллеги. Будьте счастливы, любимы и здоровы. До встречи на следующей неделе.